городском округе город Якутск работает Междепутатская ассоциация «Столица» народных депутатов Государственного собрания Элтумен-Якутии от города Якутска и депутатов Якутской городской думы. Данная Междепутатская ассоциация является коллегиальным органом, созданным на период полномочий народных депутатов Республики Саха-Якутия 6-го созыва и депутатов Якутской городской думы 4-го созыва. Я считаю, что 4-й созыв нашей Якутской городской думы тем и отличается, что мы действительно стали работать в очень тесной связке с депутатами Элтумена. Во-первых, мы очень плотно работаем со многими комитетами Государственного собрания Элтумен, а депутаты наши городские и депутаты Элтумена по своим территориям избирательным тоже работают в тесной связке. Вот именно эта тесная работа, совместная, сплоченная, она и приводит к хорошим результатам. И действительно мы сегодня поняли, что без поддержки народных депутатов Государственного собрания Элтумен мы тоже не сможем решить многие вопросы. Надо сказать, что все городские депутаты объединились в ассоциацию «Столица». И вообще депутаты в Элтумене от города Якутска представляют собой очень сильную такую группу, мощную даже, да? Поэтому мы сегодня видим решение многих вопросов города именно на региональном уровне, потому что мы чувствуем и видим поддержку депутатов Государственного собрания Элтумен. И это действительно очень здорово. Депутаты Государственного собрания Элтумен, они действительно стали участвовать больше во всех городских мероприятиях. Они стали жить проблемами действительно своих избирателей, и поэтому мы видим такие результаты. Благодаря работе Ассоциации депутатов столицы начал свою работу детский сад «Звездочка», практически единственный государственный садик для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детский сад рассчитан на 240 мест. Построен в рамках реализации национального проекта «Демография» в 203-м микрорайоне города Якутска. Здание детского сада было принято в январе 2020 года, но из-за недостатков в ходе строительных работ, выявленных Роспотребнадзором и Госпожнадзором, сад не функционировал. Решение о том, что он будет особенным, пришло уже, когда садик был на стадии строительства. Этим обусловлено то, что немножко затянули сроки сдачи этого садика, так как требования к таким, естественно, дошкольным образовательным учреждениям особенные, как и сами ребятишки. Но сегодня, в эти дни, он гостеприимно распахнул свои двери, и родители, ребята с радостью будут посещать его. Большое преимущество данного садика, что у него есть большие перспективы для развития. Как мы знаем, на детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата очень хорошо воздействуют 3 уровня реабилитации. Как нам сказали специалисты, это земля, воздух и вода. Мы очень надеемся, что в перспективе этот садик обретет небольшой бассейн, где можно будет детей реабилитировать, заниматься, улучшать результаты лечения, мероприятий, которые направлены на их здоровье. Поэтому у садика есть хороший потенциал. Новое здание детского сада «Звездочка» имеет общую площадь свыше 3000 квадратных метров. Здесь есть физкультурные и музыкальные залы, компьютерный класс, кабинеты психолога и логопеда, медицинский кабинет. Мы сейчас с вами находимся в зале адаптивной физической культуры. Этот зал мы ждали очень-очень долго. Скажу, почему мы его так ждали, потому что у нас появился наш паук, предназначенный для детей с опорно-двигательным аппаратом, также для детей с ДЦП. У нас появилась сова для детей с аутистов и РАС. В детском саду будут работать 12 групп, в том числе для малышей до 3 лет, а также инклюзивные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть обычные, то, что называется общеобразовательными группами, то, что есть во всех детских садах, это у нас называется инклюзивная группа. В этих группах посещает только 5 детей с ОВЗ, и для того, чтобы посещать такие группы, ребенку нужно обладать определенным спектром навыков. Далее у нас идут группы компенсирующие, комбинирующие направленности, это тоже на полный день, но в таких группах находятся дети только с ОВЗ или с инвалидностью, 15 детей в группе, с 7:30 до 19:30. Дальше у нас идут группы кратковременного пребывания,
формирования тоже детей уже 10, и они будут функционировать с 8 утра до часу дня. И есть группы для деток, которые у нас еще ни разу никуда не посещали, и им тяжело сразу войти в детский сад. Это группы с 2 дня до 17:30 приблизительно. В группу приходит ребенок вместе с родителем. На группе не стоит воспитателя. Его встречают только специалисты. Это педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и специалист адаптивной физической культуры. В каждой группе предусмотрены просторные игровые зоны, вход оборудован пандусами, а на прилегающей территории детского сада расположены игровые площадки. Детский эксклюзивный садик «Звездочка» ждет своих детей и родителей. Состоялась встреча депутатов Государственного собрания Элтумен Марии Христофоровой и Якутской городской думы Владислава Дмитриева с неравнодушными жителями набережного округа города Якутска. Встреча была посвящена Году здоровья в Якутии и Году благоустройства в Якутске. А сегодня мы собрались именно обсуждать наказы в этом году, чтобы реализовать наши наказы, наказы избирателей и обсуждать, формировать наказы будущему главы города Якутска. Это немножко новый формат будет, потому что мы в тесном связи все равно работаем с народными депутатами Госсобрания Элтумен. И мы все-таки хотели объединить наши силы, чтобы реализовать наши планы. Встреча была организована для обсуждения и формирования наказов будущему главе города Якутска. В начале встречи была организована ярмарка здоровья, организованная клиникой «Аврора», на которой можно было сдать анализы на коронавирус и сахар, узнать о создании Центра активного долголетия и Центра мужского, женского здоровья. Рядом прошли автограф-сессии известной исполнительницы якутской песни Альбины Дегтяревой «Аэрхан» и Афанасия Аргунова «Арчелан». Встреча началась с награждения общественных активистов набережного округа, куда входят 202 и 203 микрорайоны и Губинский округ столицы Якутии. Были вручены благодарственные письма и грамоты депутата Госсобрания Элтумен Якутии Марии Христофоровой и Якутской городской думы. В свою очередь, избиратели поблагодарили своих избранников за работу и поддержку. Мне хотелось бы сказать об удивительном депутате Христофоровой Марии Николаевне. Это действительно народный депутат. Депутат, который болеет за наш любимый город и всегда доводит начатое дело до конца. У нас в школе была очень большая проблема в том плане, что школа стоит на болоте, и сваи проваливались буквально в болото. Было очень сложно найти возможности укрепить эти сваи. И Мария Николаевна с присущей ей настойчивостью, с желанием довести то, что хотелось бы довести до конца, она это сделала. И вместе с другими депутатами, которые нам помогали, добились того, что школа сейчас вне угрозы обвала. Поэтому я думаю, что вот таких людей нам и надо выбирать, людей настойчивых, любящих свой город и желающих сделать его по-настоящему хорошим, современным городом. Я бы хотел поблагодарить Марию Николаевну за помощь, которую она нам оказала в наших больших вопросах, нерешаемых, как казалось, но в итоге они оказались решены. Допустим, внутриквартальный наш коллектор 200 метров аварийный, его не меняли с 70-х годов, но с ее помощью удалось нам это все добиться вместе с жильцами и с управляющей компанией. Вот все вместе в связке мы работали, и все хорошо, классно вышло у нас. Также по Ярославского 7 у нас сейчас в процессе идет работа, у нас там аварийные крыльца, и также уже в программу капитального ремонта включена их замена, тоже благодаря Марии Николаевне Христофоровой. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем, и желаю успехов. Депутат Государственного собрания Элтумен Якутии Мария Христофорова поделилась событиями, которые были достигнуты за последний год, в том числе и об открытии детсада для детей с особыми потребностями.
Также депутат рассказала о приоритетных дорожных работах в 203-м микрорайоне, о создании там парка с активными видами отдыха. Депутат Якутской городской думы Владислав Дмитриев в своем выступлении отметил, что работа депутатов прежде всего основывается на работе в комиссиях. Он рассказал о функциях комиссии по городскому хозяйству и экологии и комиссии по градостроительству и архитектуре, в которых состоит. Владислав Дмитриев отчитался по ремонту и реконструкции дорог, формированию и благоустройству дворов, созданию Парка Победы. Депутаты на встрече рассказали о планах постройки в Якутске набережной имени Романа Дмитриева. Собравшиеся поблагодарили депутатов за плодотворную деятельность, вспоминали, как работали вместе. Также общественники выдвинули предложения будущему главе города Якутска, в числе которых были и постройка Центра активной старости. Наказ ветеранов создать дом ветеранов, это реально? Ну, немножко тут, можно сказать, реально, но это будет требовать времени и финансового положения. Но в этом вопросе и в этом плане мы обязательно должны помогать, на стороне стоять и ждать, когда будет решаться этот, мы не должны, потому что мы готовы помочь именно ветеранам и нашим пожилым людям. Избиратели напомнили об улучшении ремонта жилых домов и проведении благотворительных мероприятий. Прозвучал наказ о создании на территории Парка Победы мемориала «У войны не женское лицо», увековечивания памяти женщин-воинов, тружеников и детей войны. По поводу встреч с избирателями. На самом деле я очень открытый человек. У меня есть страница в Инстаграм Мария Христофорова. Она открытая страница. Любой может всегда мне адресовать свои пожелания, наказы, замечания, зайти и оставить свои сообщения. Кроме этого, у нас в округе создана группа такая, сообщество, куда вошли старосты, активисты нашего округа. Называется «Мы рядом», WhatsApp-группа. Кроме этого, конечно, очень активно работают мои помощники, которые всегда на связи, не только с управой, но и с активистами нашего округа. Во всяком случае, те люди, мои избиратели, которые очень нуждаются в поддержке своего депутата, еще не было такого случая, чтобы они не могли ко мне обратиться, не могли меня, скажем так, найти. Мы есть, мы никуда не уходим, мы рядом. Вы вместе. Поэтому, пожалуйста, моим избирателям хочу обратиться с тем, что всегда можете написать ко мне, позвонить мне, и будем вместе решать проблемы. Народные депутаты Ассоциации столицы дали обещание довести наказы до нового главы города Якутска и дальнейшей работы со своими избирателями по улучшению жизни горожан и благоустройства столицы Якутии.